Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Коли ехал якраз на акцію, прочитав на Укрнет, окромя всіх інших новин, що почала працювати Слав ТВ з Варшави. Такой великий там материал, только не забыли написать головное, что это кавалок былого Белсата. Потому что подчас нашего знаходження в Варшаве, подчас нашей деятельности отбылась вельми ганебная для всех справа, Белсат практично был знищен. И вот кавалки Белсату уже живут под іншими назовами и виконують інші функції. Бо неяк так атрымліваецца, што мы вельмі шмат захопліваемся тымі наративами, якія есть абсолютно чужими для белорусов. И забываем про свою краину, про свою нацию. Бо геополитика геополитикой. Это так само наука, и достаточно долго ее треба вивчати, щоб про її розповідати. А от то, що роблять з білорусами, ви всі ведаєте. І зараз, справді, вельми страшний час. На этом тыдне еще одного моего знакомого, Поротникова, осудили на 10 годов. Я, в принципе, несколько разов взаимодействовал в разных круглых столах в Беларуси, бо он эксперт как раз по войсках. Таких экспертов мало в Беларуси. На мой погляд, он абсолютно ніякої антилукашенковської діяльності ніколи не вел, так? Але репресії в Беларуси вони вельми моцні. Вот под все наши размовы про вызволение политвязнев и про все остальное идет конвейер. И только тому, что этот человек вельми ведомый в Беларуси, проходит в СМИ короткая информация, что ему ни за что дают 10 годов. А это робится что день с людьми. И что день это робится по всех районах Беларуси. И страшным для нас мусить быть все-таки те поведомления, которые проскакивают в СМИ, бо Москва натурально рыхтуется до Великой войны. И вельми великая помылка всех, кто любит тых ці іншых особов, забываться, что такое для белорусского народа магчымая сусветная война. Это я как раз про скандальный визит Зеленского в Вашингтон. Хочет кто не хочет, кому-то сподобалося шоу подрыхтованное, достатково добре, радуйтесь. Але это достатково моцная перемога Путина, бо ігоні умови на конт мира, яны были неприймальними, а ж дякуючи Зеленскому зараз атрымліваецца, что Украина не хочет мира. И это б'е по Европе, потому что Европа зараз вымушана робіць тое, што она не робила десятки годов. Яна мусіць знайсці вельмі великие гроши, потому что 3 года войны привели до такого парадокса, который так само люди не хотят бачить. Мало того, что легитимизовали внутри Беларуси Лукашенко про репрессии, почвара Лукашенко зараз так само десь на перемовах. Ось. Атрымалася непарадоксальная з'ява. Жахливый российский империализм, про который мы казали, и он атрымал мэту. Бо война гэтая, як не дзіўна, змацніла Россию. И она ползе по территории Украины. Это як кассы про этого цмока, якому отрубают головы. И треба разуметь, что в зв'язку с тем, что белорусский народ не имеет права выбирать влады с далекого 96 года, то одной из первых ахвяров сусветной войны, а российско-украинская война это еще не сусветная, это будет как раз белорусский народ. Як уже двойчы было в нашей истории. Вот про это так само треба думать. Бо наши национальные интересы вся включают в первую чергу, каб не было сусветной войны, каб снова не были забиты миллионы белорусов. Про это так само треба думать, а не только кидать щепчики, особливо увеличивающие те сотни миллиардов долларов, которые идут на войну в Украину. И не только на войну в Украину. Ситуация жахливая. Сегодня вот той лукашизм, который мы все ведаем, который закладался еще больше 30 годов тому назад,
и он начинает, на великий жаль, мерно крочить по планете. И гинут люди, и все меньше и меньше свободы и для народов, и для особов. І білорусам нельга, каб наша нація зникла. Тому трымаемся, трымайцеся, наколькі магчыма спрабуйце гаварыць сваім розумам і не забывайце сваю беларускую праўду, бо правда она ёсць. І правда ўратавала і в страшныя часы, калі панавалі камуністы, бо людзі якраз выжылі, таму што яны заставаліся людзьмі. Тое ж самае і сённяшні час. І не майце лішнія ілюзіі, бо за лішнія ілюзіі за много прыходзіцца плаціць. Беларусь сёння сапраўды паневоленым народам, народам, над якім здзекуецца, народам, ад якога атрыкаюцца і на дыаспоре, калі крычаць пра штосьці іншае. Для того, каб людзі там выжылі, тут таксама трэба, каб людзі казалі беларускую праўду. Казалі тое, што ёсць, а не тое, што нам навязваюць. Глядзіце, калі ласка, мой YouTube-канал, там у меня больш часу. Ситуация зараз вельмі цяжкая, вельмі складаная. И давайте все разом все-таки верить в Беларусь, каб там здарился белорусский цуд, каб люди там уратаваліся. Бо Беларусь жила, живе и будет жить. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Слава нации!